Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, выпускники третьего этажа! Как вы знаете, у вас будет вступительный экзамен на 7 класс, и у вас будут вопросы по предмету истории. Мы с вами до этого рассмотрели 10 вопросов. Сегодня будем рассматривать еще 5 вопросов. Первый вопрос. Исторические летописи, грамоты, договоры, дневники, мемуары, тексты, посвящения относятся к какому источнику? А. Вещественный, Б. Устный, В. Письменный, Г. Родословный. Здесь можно догадаться по логике. Здесь есть дневники, мемуары, тексты. Это все письменные источники. То есть эти все перечисленные источники относятся к письменным источникам. Второй вопрос. Согласно легенде, записанной греческим историком Геродотом, Томирис положила голову царя в бурдюк, наполненный кровью, и произнесла: «Ты хотел крови, ты получил ее». Какому царю правитель Саков, то есть скифов, говорил, какому царю? А. Кир, Б. Дарий, Б. Филипп, Г. Александр Македонский. Если вы знаете эту историю, скифы и Ахеменидская династия, то есть персы, воевали друг с другом. И это первые эти войны, когда во главе войска Саков был Томирис, она была правителем Саков и выиграла Кира II, и по легенде он впил кровь из головы Кира II. То есть здесь вариант А. Третий вопрос. Годы существования Великого Тюркского Каганата. Здесь надо знать даты. Мы знаем, что основателем Великого Тюркского Каганата был Бумун Каган, и в 552 году он основал государство. Но если рассмотреть здесь вариантов, здесь варианты Б и В говорится, что 552. А когда закончился существование Великого Тюркского Каганата? Если мы знаем, когда Великий Тюркский Каганат разделился на западный и на восточный, то мы ответим здесь вариант Б. В 552 году Бумун основал государство, и в 603 году это государство разделился на восточный и на западный. Четвертый вопрос. Самым важным занятием древних египтян было: А. Разведение овец и коз, Б. Изготовление каменных орудий труда, В. Орошаемое земледелие, Г. Ведение войн. Мы с вами говорили, что есть три основные цивилизации. Это речные, морские и степные. Египет относится к речным цивилизациям, и когда река бушует весной, когда там обильный дождь, эти земли плодородные и очень удобно для орошения какой-нибудь аграрного культуры. И здесь мы можем сказать с уверенностью, что у египтян важным занятием было орошаемое земледелие, то есть вариант В. Последний вопрос. Ранее двуречье — это страна, лежащая между реками Хуанхэ и Янцзы, Гангам и Инд, Нил и Иордан и Тигр и Ефрат. Мы с вами часто говорили слово Месопотамия. Месопотамия обозначает двуречье. И эти двуреки Тигр и Ефрат. Современным Персидский залив. Тигр и Ефрат начинает свой исток из Кавказских гор, потом переливается к Персидскому заливу. Эти реки называются Тигр и Ефрат. Всего доброго, всем успехов!